А ухтинцы готовятся к весенней уборке территорий. В городе планируют возродить прерванную несколько лет назад местную традицию так называемых маевок. Общегородских субботников 1 мая с участием руководства администрации и всех желающих. Подробности у Виктории Науменко. Маевки быть. Так решили в этом году в Ухтинской мэрии. О доброй традиции напомнил депутат Госсовета Коми от Ухты Вячеслав Завальнев. С 2013 года в городе проводились маевки, в которых участвовали горожане, общественные организации, представители разных предприятий города. Примут участие обычные граждане, плюс кадеты примут участие, отписались, изъявили желание. Примут желание творческие коллективы, участие примут творческие коллективы. Но я думаю, придет достаточно много людей. А территорию выбираем очень просто. Они мне пишут ВКонтакте. По большей части, конечно, присылают дворы, но мы все-таки хотим больше общественной территории убрать. Вот. Пишут, присылают фотографии, сами ходим, смотрим, где намусорено. Весенние субботники в Ухте с участием руководства города проводили в последние годы, даже в период пандемии, но сейчас уборка планируется в разы масштабней. Есть и мотивация. В этом году впервые с начала пандемии коронавируса День Победы в Ухте отметят в привычном формате. По городу пройдет бессмертный полк. Вы можете выйти на субботник в любое удобное для вас время. Но ко Дню Победы, когда мы после двухлетнего перерыва наконец-то проводим шествие бессмертного полка, наш город должен быть чистым, чтобы мы с гордо поднятой головой прошли по его улицам и не чувствовали стыда за беспорядок перед поколением победителей. Впрочем, есть в Ухте организации-активисты, которые запланировали субботники еще раньше, без напоминаний. Так, молодежный совет при администрации города проведет уже традиционную уборку на территории мемориального кладбища, как и в прошлом году. Здесь уже нет свежих захоронений, а за большинством старых могил просто некому ухаживать. У погребенных в городе не осталось родственников. Эту акцию мы проводим уже не первый год. Зародилась она 5 лет назад. Нам она досталась по наследству от предыдущих созывов. В прошлом году мы проводили акцию 1 мая. Была очень плохая погода, дождь был, мокрый снег. Но это не остановило нас, и мы все равно решили провести эту акцию. Убрали очень много мешков мусора, порядка 20. В этом году молодежный совет Ухты проведет здесь уборку 7 мая, когда снега станет еще меньше. Присоединиться смогут все желающие. Мы призываем всех принять участие в нашей акции, чтобы проявить свою активную гражданскую позицию. Приходите все, перчатки, пакеты мы вам дадим. Есть в Ухте и целые дома, где дружные активные жильцы проводят коллективные субботники. Так, в ТСЖ по адресу Нефтяников 8 в майские выходные тоже запланировали субботник на придомовой территории. По словам председателя, с каждым годом присоединяется все больше молодежи. Причем уборку проводят не только по весне. Мы проводим субботники и воскресники, естественно, вот весной, потом в обязательном порядке зимний период, когда скапливается много снега, очищаем свою территорию, ну и, конечно, по мере необходимости. Старт общегородским субботникам в Ухте уже дали. Самые массовые акции запланированы 1 и 7 мая. Можно присоединиться к любой из них или выйти на уборку территории в другой удобный день и время. Главная инициатива. Кстати, общероссийский субботник «Зеленая весна-2022» продлится до 23 мая. У всех желающих есть возможность стать его участником и даже победителем. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции, провести уборку территории, ее фото- и видеофиксацию и отправить отчет. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.